узнаем везде и сразу. По сути, по глазам, а не по форме и шевронам. Звуки выстрелов, шум гранат и, конечно, строевые песни на протяжении 4 дней раздавались на аэродроме в Карткиросе. Конкурс «Лучший призывник» сплотил в этом месте ребят, победителей муниципальных патриотических конкурсов. Там отбор был не менее строгий. В участники брали по желанию и здоровью. Мы ожидали, так сказать, увидеть здесь, откровенно слабую, команду. Но, тем не менее, каким-то образом, не знаю, с чем это связано, но дети оказались достаточно сильные, упорные. Они выдержали все испытания, которые мы им предложили. И мы остались совершенно довольны. Новый год – новая система. Ранее упор делали на строевую подготовку. В этот раз на работу в группах. Преимущественно на решение тактических задач. Штурмом взять здание, подойти к противнику вплотную и освободить заложников. Вот лишь малая часть того, на что направлены тренировки. Заложник выход! Центр круговой обороны. Есть и нововведение. Ночуют не в палатках. Призывникам выделили 2 спальных помещения в казарме. Обустроили и новый тир. Причем интерактивный. Теперь стреляют холостыми патронами по проекторным целям. Недостаток один. Говорят, отдачи нет. На 11 часов. 5 на 6 часов. 4 дня непрерывных тренировок подошли к концу. Время награждения. Увы, до финала дошло 19 ребят. Лишь представитель Вуктыла решил сойти с дистанции. Остальные проявили стойкость и силу духа и прошли этот путь до конца. Впрочем, каждый из них уже победил. Получил право выбора будущего места службы. Лучшим же оказался представитель Усть-Кулома, 23-летний Данила Мальцев. У меня был такой опыт уже, я уже поступал иногда, в Питер поступал. И тоже такое было. И уже с привычки все это. Помогло ли? Конечно, помогло очень. Легко было. Служить, говорит победитель, готов в любых войсках, только бы поближе к дому. Но наибольшей популярностью среди других участников, как нам удалось выяснить, пользуется Северный флот и ВДВ. А еще, как правило, многие из них в будущем выберут военное дело своей профессией. Виктория Денисова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Карткиросский район.